Лавандовые плантации, которые не уступают в красоте полям Прованса. В 8 километрах от Бахчисарая в селе Тургеневка находится знаменитое лавандовое поле, площадь которого 280 гектар. Эта плантация с каждым годом набирает все большую популярность и давно стала местом паломничества туристов, фотографов и местных жителей. Это растение, родина которого испанское и французское побережье Средиземного моря, посадили в Никитском ботаническом саду около 200 лет назад. Это поле одно из самых больших в Европе. Полюбоваться его красотой, вдохнуть прекрасный аромат и увезти с собой букет лаванды съезжаются не только со всего Крыма. Насладиться всей красотой лавандовой плантации в Тургеневке вам поможет экскурсия на джипе. Здесь вы увидите не только всю территорию лавандового поля, но и узнаете о самых интересных фактах о лаванде. Поехали! На сегодняшний день они у нас одни из самых больших во всем мире. Здесь 280 гектар лаванды узколистной. И сами видите, как здесь у нас красиво. Наверное, поэтому это и привлекает туристов. На сегодняшний день я думаю, что это одно из самых посещаемых мест Крыма. Еще 30 лет назад поля лаванды занимали в Крыму около 2500 гектаров. А лавандовое масло из Крыма поставляли даже парфюмерам Франции. У нас 3 сорта. Здесь повыше у нас синева, ниже у нас степная лаванда. И есть еще сорт вдала. То есть это вот как раз позади нас, вот она находится вдала. Цветет она условно месяц. Есть у нее период, ну условно это тоже 6-7 дней, когда она максимально набирает масло. И собирает, получается, комбайн, ездит, самодельный комбайн, собирает цветочки и уже спускает его вниз. Здесь на территории лавандового поля есть у нас производство, где это все перерабатывается. То есть это натуральный продукт, его выпаривают и получается уже масла и гидролаты. Дикорастущей лаванды в Крыму осталось немного. Ее можно встретить в предгорьях Краснолесья, на Чатырдаге и на Южном берегу.